как же получается, что жизнь, она разбивается о рутину, а вещи, которые вроде тоже надо сделать, но в ней не происходит каких-то очень важных моментов, что-то не успевается, что-то не делается, или, ну, как бы я не ощущаю такой радости, яркости жизни. И вот этот момент заставил меня совершенно по-другому посмотреть на планирование. Но прежде всего я хочу задать вам один вопрос. Как вы думаете, на что мы тратим 70% нашей энергии? У всех очень часто у нас возникает вопрос, то есть нам вот нужна энергия. То есть мы едим, мы выбираем здоровую пищу, чтобы наполниться энергией, чтобы хорошо себя чувствовать. Мы пьем воду, там, гуляем, занимаемся спортом, вводим себя там в какие-то приятные моменты. То есть мы добываем эту энергию всеми возможными способами. Медитация, книги, любовь. То есть мы ее получаем. И на что мы сливаем, буквально сливаем 70% нашей энергии. Ну, где-то мы сливаем, где-то мы ее используем. Так вот, 70% нашей энергии, той, которую мы получаем, мы тратим на принятие решений. За день мы принимаем очень много решений, а точнее сказать, не менее 60 тысяч. Вот представьте себе, за день каждый человек, вы, я, любой человек, принимаем не менее 60 тысяч решений постоянно. Это очень много мелких решений, таких постоянных. Что одеть, что поесть, что посмотреть, какие туфли выбрать, какая погода на улице, во что одеть ребенка, какой зубной пастой почистить зубы и так далее. Каждый день мы принимаем не менее 60 тысяч решений. А принятие решения – это самая энергозатратная часть нашей жизни. То есть вот этот момент, что именно сделать, как именно сделать, вот он и есть самый-самый энергозатратный. Есть такой факт, почти 90% своего топлива ракета тратит на старте, когда она отрывается от Земли. Вот, а затем уже ей требуется совсем немного топлива для того, чтобы летать там и вернуться на Землю. Так вот, мы 90% своего топлива, своей энергии тратим на постоянное принятие решений. На первом месте стоит вопрос принятия решения, что поесть. На втором месте, что надеть. То есть вот эти два момента, что съесть и что надеть, они меняются местами, первое, второе, но они постоянно находятся в топе наших принятых решений. Не тех важных решений, которые важны для нашего будущего, важны, может быть, для семьи, для детей, финансов, а вот именно ежедневная рутина, повседневная, которая отнимает почти 90% из той энергии, которая тратится на принятие решения. Почему я об этом говорю? В рамках нашего клуба «Стройная персона». Потому что составление недельного рациона сразу избавит вас от кучи, от просто тысяч принятий решения в момент, когда вы начинаете есть. Конечно, эти решения будут приниматься там, сколько, там, какой соус приготовить, то есть уже в деталях, но в основном вы избавитесь вот от этой жуткой совершенно утечки энергии. И на третьем месте обычно стоит пункт во всех исследованиях социологических и те, которые физиологи, неврологи проводят, это что посмотреть. То есть что посмотреть, чем заняться. Вот это 3 больших черных дыры, куда буквально утекает энергия человека.